Равняйся. Дзюдо – один из самых популярных и уважаемых видов единоборств, сочетающий физическую подготовку, дисциплину и философию. В Центре Олимпийского резерва в селении Кажево каждую неделю по вторникам проходит специальный день борьбы по дзюдо, где спортсмены могут проверить свои навыки, улучшить технику и подготовиться к соревнованиям. Это мероприятие играет ключевую роль в подготовке будущих чемпионов и популяризации дзюдо среди молодежи. День борьбы выдался по-настоящему изматывающим. Все началось с двух удушающих схваток в партере по 5 минут каждая. Это настоящее испытание на выносливость, где решающую роль играли мастерство в удержаниях и искусство болевых приемов. Такой график не для слабых духом. Это настоящая закалка чемпионов, готовящихся к главным стартам соревнований. День борьбы общий дивий. Шей зали был, шей летит разные залышки, хабяха гангшби, дех зал его. Хули. Дука ихал изге ихал ан цухамна хули ахан тадига зидалар қайрин болуш. Е дука ихал тан охту изге ихал тан охту. Ну обычно цацваржи хуцода хапаржи ши замаворкизги. Вахкачинцани охтугоч. Хазидол шамдат именно в парте лет шханы хазидол шамдат. Трама опасный яхса именно в парте. На этом все не закончилось. Следом спортсмены провели 6 интенсивных поединков в стойке, где в ход пошли мощные броски и тактические комбинации. Единственной передышкой в этом марафоне были короткие двухминутные перерывы на отдых. Спортсмены, братья Халмурзаевы, добившиеся выдающихся успехов в дзюдо, являются не просто частыми посетителями Центра Олимпийского резерва. Они становятся его живым сердцем и душой. Их визиты – это не просто тренировочный процесс или отбывание необходимых часов в зале. Это осознанная, глубокая миссия, цель которой – передача бесценного опыта, знаний и, что самое главное, правильной системы ценностей подрастающему поколению.
Для юных дзюдоистов эти спортсмены – воплощение мечты. Они – живое доказательство того, что упорный труд, самодисциплина и несгибаемая воля к победе способны привести к самым высоким пьедесталам. Когда юноши видят перед собой не просто фотографию чемпиона в журнале, а реального человека, чьи мышцы помнят напряжение схватки, а глаза излучают спокойную уверенность, их собственные цели превращаются из абстрактных в абсолютно достижимые. تيجي الحلقة بعد تجاوز وجه كجوريت عام عم ده وجه فيجيس سبورت تاني ما تفرق تيزال أدين استكير غير إنجليش تيجي دكاية وأدين زوج زالوية تا أوتش كاسكاز دين بربخو أدين عم خو أوتش خو تا بسوتي أوتشوا أوتش صفات كيجي أوتش منو كي شامبو البعض وجه شيء نيجتوس أوكسوس تات естественно تناسب готовится лишь холоди непосредственно серьезно ну фактор что обязательно вавиш выханял тренировочный процесс и головной результаты. Таким образом, каждый визит Халмурзаева Хасана и Хусена в Центр Олимпийского резерва – это мощный интенсивный вклад в будущее спорта. Они сеют семена целеустремленности, характера и честной борьбы в сердцах детей. И глядя на них, подрастающее поколение не просто хочет брать с них пример, оно искренне верит, что может их превзойти, продолжая славные традиции, поднимая планку российского дзюдо. Это и есть самая эффективная система преемственности, где личный пример и живое общение значит неизмеримо больше, чем любые теоретические наставления. А в общем, ты уже с интересом с удовольствием А вещь, дукейкиш боуч, машалла, именно узали. Вот уже ханс, это хана ингишети, в России пачаки, من результат дишо уже, результат додоже. Так, вы постоянно сладкие школки, общий дом школки, прикрыть пульсна. Это банда, что ты у школы уже школки, это момент шею по. Юные спортсмены учатся у братьев уважению к сопернику, судьям и тренеру. Видят, как чемпионы, несмотря на свои регалии, остаются скромными и трудолюбивыми в быту. Как трепетно относятся к форме, залу, традициям дзюдо. Они перенимают правильное отношение к неудачам. Проигрыш – это не трагедия, а урок, который нужно проанализировать и стать сильнее. الله مشتاق حسن والله حقيقة هم مدينين شو لبوا رزق دي شورك صوت على بيش ما هم غاديين ها بس جلاني غادي شيء بول سيريوس عبر ما دي ها هو دي دال رزق خلو بروست ويبرز مش تفهم دادول دي يقي قاچ خانه دلك ازي خلو تقاچ دوتش عملي وي بس هم ساتوقش تاخلين مسخانه стабильный результат يعني موضوع شارك الرزق دي شو بش إشت سويشين الله هاتم بوه بش إزباندو سأل مثلا ملاذ تقدر أشياء سنوات وات سد جديا وبودا بوري تون خيري ندالي جاء تعبنا حاجات يلا Имран Парчиев, молодой и перспективный дзюдоист из Назрановской динамовской школы, готовится к одному из главных стартов сезона – чемпионату России в Екатеринбурге. Несмотря на свой юный возраст, ему всего 21 год. За его плечами уже огромный опыт. На татами он с 7 лет. 14 лет упорных тренировок, побед и поражений, которые закалили характер и привели к первым серьезным результатам на взрослом уровне. Его весовая категория 81 килограмм, одна из самых конкурентных и зрелищных в дзюдо. 73 летался до этого, 81. Вы замыла спортсмен 81. 81, я Халмурза Хасан, естественно. Хачвалар бахан малахан. Да, гонять ура, 80 килограмм урса и вахту аяқкиш урса. Так, перейти до Диана, Риштерко, тренерца. Малахан почти не. Да, любой спортсмен олимпийский медаль. Чемпион Олимпийских игр. Именно в этой весовой борьбе он сумел подняться на пьедестал почета Кубка России в 2023 году, завоевав бронзовую медаль. Этот успех стал доказательством его впечатляющего потенциала и наградой за многолетний труд.
Помимо этого, он регулярно показывает высокие результаты на турнирах уровня СКФО, а также принимал участие в престижном соревновании «Легенды петербургского дзюдо», где приобрел бесценный опыт борьбы с сильнейшими соперниками. Сейчас все его мысли и все его внимание сосредоточены на предстоящем чемпионате страны. Подготовка идет полным ходом, оттачивается техника, выстраивается тактика, наращивается физическая форма. Каждая тренировка – это шаг к цели. Мы верим в его силу, дух и волю к победе, которые он не раз демонстрировал. Пусть все сложится наилучшим образом. Желаем ему уверенности в своих силах, собранности и максимальной реализации всего задуманного. Октября, 10 октября. Вперед к победе в Екатеринбурге! Удачи нашему спортсмену! Путь к вершине большого спорта требует невероятной дисциплины, труда и поддержки близких. Яркий пример тому история нашего земляка Мухаммада Талдиева, который уверенно доказывает это своими победами. За 8 лет в спорте, куда его привел отец Адам, Мухаммад достиг впечатляющих высот. Он серебряный призер первенства СКФО, победитель и чемпион России, победитель множества международных турниров. Международный турнир 66 золотое, барх, бронзе и серебряные. Он остается одним из основных претендентов на лидерство в своей весовой категории и подает большие надежды в свете будущих олимпийских циклов. Цель, иншаллах, 2028 года Олимпиады. Мы с ним ходим, иншаллах. Хазнодарный чемпион России УС. Досажь, Ханс. 1060 дней до досажь. Обращаясь к своим сверстникам, Мухаммад говорит: «Никогда не сдавайтесь после неудач. Каждое поражение – это урок, который делает вас сильнее. Верьте в себя, слушайте своих тренеров и родителей, и тогда любая цель будет вам по плечу. Ваш труд и упорство обязательно принесут свои плоды». Пожелаем Мухаммаду не останавливаться на достигнутом и покорять новые мировые вершины. Угурчиев Саид Магомед – серебряный призер чемпионата СКФО среди мужчин. Золотой призер турнира в Республике Ингушетия имени Магомеда Парчиева. В каком году турнир? В этом году, конечно, Укшер. Да. Текущая цель этого спортсмена – участие в чемпионате России по дзюдо. Это главный национальный турнир, попадание в призеры которого является огромным достижением и открывает дорогу на международную арену. На данный момент в зале висы вы в России будешь. А так энкиш будешь больше. Какой занимаешься даже? Учебу? В зале вы занимаетесь. В зале вы. Что зале в энку будешь? В зале хоть энку. Хоть энку. И по музыкам даже. Да. Знаешь, да, мало мохтики вах илный долго. Ничего да. Я там уже по плану тренер школ хажа. Скорее всего, после России Кубок России. Он встречи Дахмикта, скорее всего. Занимаешься ты машиной? Уже запрещен.
ЦОР – кузница чемпионов, и такие мероприятия помогают выявлять таланты, готовиться к турнирам, создавать командный дух, и мы безоговорочно верим в наших чемпионов. Их ждет триумф на всех предстоящих мировых турнирах и соревнованиях.